Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Новости из Якутска, как всегда, дикие, о бесчеловечности существ, считающих себя людьми. В якутском ППЖ, то ли отлове, то ли приюте, перестали финансировать питание собак, а именно тех, на ком сейчас бруцеллез, в кавычках. То, что будет дальше, понятно любому. Собаки сойдут с ума от голода и начнут загрызать тех, кто слабее, тех, кто был недавно домашним. 600 собак там считаются бруцеллезными. Представьте, сколько будет трупов. Лариса Валентиновна, здравствуйте. Сами все знаете. Половина собак в ППЖ заморит голоду, половину убьют, бурцеллез. Вот так вот все страшно. Друзья, я целый день была занята тяжелой работой с переносками. Помыть, продезинфицировать, проложить картоном, целлофаном, упаковать, вытащить, погрузить. Огромное спасибо Роману за его помощь. Каждая переноска – это спасенная жизнь. Эта мысль и давала сил. Рулон, да? Смотри, просто что. И вот такой вот еще возьму. Еще такой рулон. И скотч тогда еще. Скотч. Есть большая бобина? Ну да. Вот это очень тонкое, наверное, это не надо. Тут подписанное, тут подписанное. Тут вот дверка тут есть. Тут дверка тоже есть. Не надо вот это наверх. Короче, за один раз не получится. Как понять за один раз? В смысле не поместится они А в все. машину поместится хотя бы? Получится. Нет, давайте лучше тогда 4, да? Да нет, 4 давайте. Да, я это отвезу сейчас, приеду. Итого ушло полдня на замотку этих баулов. Даже в лифт не помещается, вот сколько. В итоге подготовлены к отправке 17 переносок. 17 жизней будут спасены. Да, это немного, но это то, что мы можем сделать. Помогите, друзья, оплатить отправку переносок, доставку их в Якутск без оплаты. Не получится их принять. Их просто не выдадут в Якутске. В начале сентября ко мне обратилась за помощью женщина из пригорода Якутска помочь нескольким щенкам-подросткам. Та самая женщина, которая хлопотала за Айсу с демодекозом. Вот и в этот раз она хлопотала за этих щенков, пока они живые, пока здоровые, веселые. Но говорила, что точно погибнут, если не забрать. Только вот доставить их в Якутск составило немалого труда, так как путь лежал через реку. А это значит паром, который не всегда ходит и зависит от погоды. А еще ни одно такси не берет животных, не хотят связываться. Или задорого, 12 тысяч. А еще размыло дороги, машины вязнут в грязи и приходится выталкивать их. Вот такой тяжелый путь, если спасать этих подростков. И это всего лишь до Якутска, всего лишь часть пути. Взялась я за них, потому что одному щеночку нашлась семья. Только одному. Но остальных-то не бросишь. Нехорошо как-то забирать одного, а других на погибель. Тем более, если проделывать такой тяжелый путь, оплачивать все и всех, то уж где один, там и трое. Но по стечению каких-то обстоятельств в машину такси при погрузке этих подростков какой-то мужик закинул в коробке еще недавно рожденных 3-недельных щенков, что лежали на помойке рядом. А на помойке лежало 4 трупика и 2 живых. Сжалился, видимо, так мужик. Типа везешь одних собак, ну и этих прихвати. А не надо, выкинешь там, все равно где им помирать, сказал он. Вот так
У меня получается спасать. Вместо одного – троих. Вместо троих в итоге получилось 5. Все 5 малышей сейчас на передержках в Якутске. И, конечно, друзья, нужна ваша помощь оплачивать их содержание до самолета, до их вылета. Пожалуйста, помогите им. Друзья, вот этого котика очень давно раскидывают по местным чатам и группам местные люди. Очень ненавязчивый, все понимающий котик, что никому не нужен. То на коврике скромно лежит в подъезде, то у магазина посидит, авось сосиску дадут, то на детской площадке не возражает, если дети потаскают, а потом кинут. Он совсем согласный. А теперь похолодало, и конец его близок. Я не выдержала смотреть все это. Попросила хоть до самолета придержать, хотя понимаю, что пассажиров нет. Вы думаете, я решаю эти вопросы на оптимизме? Нет. Давно исчерпаны все силы. И нет единомышленников. Я очень прошу помочь на перелет этому котику. На оформление и отправку из зоотакси. Как мы помним, все за все берут деньги. А пассажира в салон все-таки найду. Только нужны деньги, нужна ваша помощь. Из последних сил. Пожалуйста, помогите ему. Наша сильно разорванная девчуля Чес жива, выглядит поживее, чем была, перенесла тяжелую операцию. Очень надеемся на врачей и на вашу помощь для оплаты лечения чудом выжившей малышки. Любые слова, даже пафосные, уместны, когда речь идет о жизни. Мы с вами свидетели самого жестокого обращения с живыми и преданными человеку душами. Но и мы не стоим в стороне, а делаем все, что в наших силах, наших возможностях. Просто нас мало, к сожалению.